Главные события этого вторника – это «Настоящее время Азия». Мы вещаем из Праги. Я Кристина Суворина. Здравствуйте. Сегодня в программе. Боевики ИГИЛ взорвали завод по производству серной кислоты под Мосулом. Среди отравившихся тысячи гражданских лиц, в основном дети и женщины. Мне сложно назвать точную цифру – от 700 до 1000. Это только те, кто поступил сюда со вчерашнего вечера. Красная могила – загадочное кыргызское село с жутким названием, где никогда не было ни электричества, ни школ, ни больниц. Дороги туда никто не знает, но живут там 300 стариков. Я отсюда никуда не уеду. Здесь мой дом. Джунгли в огне. Власти Франции решили стереть с лица земли самый большой в Европе нелегальный лагерь мигрантов на берегу Ла-Манша. Сопротивление беженцев подавлено. Я бездомный, но не безнадежный. Я знаю, о чем мечтаю, и я хочу уехать в Канаду. Чемпионат мира по футболу на фоне ядерных взрывов. Российская МЧС срочно требует построить бомбоубежище на 84 тысячи человек под самым большим футбольным стадионом страны. Чтобы картошку там хранить и банки. Боевики ИГИЛ взорвали завод по производству серной кислоты в иракском городе Каяр. Это 50 километров от Мосула. Ядовитые продукты горения накрыли огромную территорию. Ими отравились уже несколько тысяч человек. В основном это гражданские лица. Подробности в репортаже «Рейтер». Эти кадры сделаны в иракском городе Каяра. Он находится в 50 километрах к югу от Мосула. Горизонт затянут плотными клубами дыма с серного завода. По данным американских властей, его подожгли боевики, запрещенные в России группировки «Исламское государство». В местной больнице рассказывают, за последние сутки клинику наводнили пациенты с кашлем и удушьем. Терапия невозможна без кислородных масок, но они уже на исходе. Мне сложно назвать точную цифру – от 700 до 1000. Это только те, кто поступил сюда со вчерашнего вечера. В основном это пожилые люди и дети. У всех проблемы с дыханием. Главным образом страдают те, у кого астма, бронхит и другие подобные заболевания. Одни пациенты считают, что это целенаправленная атака ИГИЛ против мирного населения. Другие говорят, с помощью дыма боевики хотят скрыть свои передвижения и не дать подобраться к себе иракской армии и отрядам курдской самообороны Пешмерга. Операция по освобождению Мосула продолжается с начала недели. В субботу солдатам и ополченцам раздали около 24 тысяч защитных масок. Об этом заявили в командовании операции, осуществляемой при поддержке международной коалиции во главе с США. Как сообщил источник в американских спецслужбах, образцы воздуха из Каяры уже направлены на экспертизу в Министерство обороны США. Тем временем спецподразделения иракской армии и отряды курдов Пешмерга освободили стратегический город Бартелла, который находился под контролем ИГИЛ 2,5 года. До захвата города боевиками в нем жили в основном ассирийские христиане. Однако джихадисты почти полностью уничтожили местное население. Во время боев за город в нем практически не осталось уцелевших зданий. Боевики ИГИЛ оказывали ожесточенное сопротивление. И наступающей иракской армии пришлось буквально выбивать их из Бартелла тяжелой артиллерии при помощи авиации. Это буквально первые минуты после освобождения этого крупнейшего христианского района Ирака. На уцелевшей колокольне бьет колокол, а это кадры полусожженного боевиками храма Святой Девы Марии. Во время игиловской оккупации христиане подверглись жестоким репрессиям. С тех, кого не убили сразу, за отказ принять ислам взимался огромный налог. Христианских женщин продавали в сексуальное рабство, детей насильственно обращали в радикальный ислам. Тысячи местных жителей бежали из Бартелла и соседних христианских поселений. Мы находимся в центре города Бартелла, рядом с церковью Девы Марии. Эту территорию, слава Господу, мы освободили. И вчера начали работать. Следующая фаза – зачистка боевиков ИГИЛ, которые прячутся в этих домах. Между тем, боевики ИГИЛ реализуют свои самые страшные угрозы в отношении населения Мосула. Как сообщают мировые агентства, в окрестностях города террористы казнили около 300 заложников, которых сначала они использовали в качестве живого щита. Также из Мосула приходят сообщения, что там был замечен так называемый халиф ИГИЛ Абу Бакр Аль-Багдади, который воодушевлял террористов на позициях. Аль-Багдади являлся и является на сегодня самым разыскиваемым террористом мира и главной мишенью Соединенных Штатов.
На мне лежит тяжесть всего этого дела. На мне лежит доверие Аллаха, это очень тяжелая ноша. Я поставлен Господом руководить вами, хотя для этого я не лучший человек. И я вообще не лучше вас. Если вы видите, что я поступаю неверно, наставьте меня на путь истинный. Количество самолетов коалиции, наносящих удары по боевикам ИГИЛ в Мосуле, увеличилось до 150. Вы видите кадры с одного из американских авианосцев. Боевые самолеты взлетают и садятся на его палубу практически не переставая. А это, собственно, кадры, снятые с борта американского бомбардировщика, который поражает нефтяные объекты ИГИЛ. Также на этом видео удар по одному из кварталов Мосула, где расположены артиллерийские установки боевиков. К ситуации в соседней с Ираком Сирии российская авиация после так называемой гуманитарной паузы возобновила бомбежки Восточного Алеппо. Военные России и Сирии анонсировали перерыв в бомбежках как возможность вывести из города гражданское население и раненых, однако из Восточного Алеппо почти никто не вышел. Это самые свежие кадры агентства Рейтер. На них авиаудар по одному из кварталов Восточного Алеппо. Как сообщают сирийские мониторинговые группы, жертвами бомбежки опять в основном стали гражданские лица. Возобновились и наземные бои. Армия Башара Асада начала новое крупномасштабное наступление на юго-западном направлении. За время паузы в боях правительственным войскам удалось сконцентрировать значительные резервы. В результате ударов боевики Джабхат ан-Нусры и других повстанческих организаций были вынуждены оставить значительные территории. Также российская и сирийская авиация продолжала наносить удары по городу Идлиб, который уже год находится под контролем связанных с Аль-Каидой джихадистов из ан-Нусры. Во время последнего авианалета на юге Идлиба погибли несколько десятков гражданских. Многих удалось вытащить из-под развалин местным спасателям. Вы видите кадры из социальных сетей повстанцев. Каждого спасенного из-под обломков толпа приветствует радостными криками. Во время авиаудара среди пострадавших опять оказались дети. Спасение детей из-под руин вызывало наибольшее воодушевление у спасателей и у помогающих им жителей района. В горах Кыргызстана есть таинственное село, дорогу которому знают только сами местные жители. Там нет ни света, ни школ, ни больниц. Сельчане давно привыкли все делать сами. Живут там в основном старики. Молодые уехали в город в поисках лучшей жизни. О затерянном населенном пункте Кыргызстана репортаж Шавката Тургаева. Добраться до самого загадочного кыргызского села с жутким названием Кызылбейт, Красная могила, совсем непросто. Сначала надо переплыть на лодке реку Нарын, а потом 2 часа верхом на лошади или ослике. Схоронилась Красная могила среди гор в Джалалабадской области, и кажется, что знают о ней только ее немногочисленные жители. Здесь нет ни электричества, ни иных благ цивилизации. Люди как-то уживаются без больниц и школ. Майрам Ханапа живет одна. Муж ее давно умер, а осиротевших детей она отправила учиться в город. Сама ведет хозяйство, собирает кукурузу, готовится к зиме. Я отсюда никуда не уеду. Здесь мой дом. Соседи мне помогают. Они все мне как родственники. Мы тут друг другу родня. Как я их брошу? Проживают здесь около 300 человек, в основном старики. Держат сельчане преимущественно коз. Эти животные лучше приспособлены к гористой местности и не сильно прихотливы. Козы дают молоко, оно лучше коровьего, говорит Майрам Ханапа. Вот так мы доим наших коз. Их молоко жирнее, вкуснее и полезнее. Сметана хорошая получается. Нурманбет Романов заготавливает сено для своего скота. Он тоже живет один. Молодые здесь не задерживаются, говорит. Делать им здесь нечего. Давно уехали в город учиться и работать. Приезжают сюда нечасто. Да и то, без особого энтузиазма. Здесь молодежи мало. Почти все уехали в Россию на заработки. Работы здесь нет, только скот держим. Да и то его у нас тут немного.
Нурманбету многие соседи завидуют. В его старенькой мазанке есть электричество. Раздобыл где-то солнечную батарею. По вечерам, когда аккумулятор накопит энергию, смотрит фильмы и слушает радио. Вот так я вечером включаю свет, а утром выключаю. Если батарея хорошо зарядилась, я смотрю DVD. Вон, видишь, лежит в углу. К своей жизни он привык. Сам стирает, убирает и готовит. Вот только без холодильника, говорит, приходится непросто. Особенно в жаркие летние деньги. На зиму нужно заготавливать дрова, привозить продукты, смотреть за домашними животными, ездить на джайло, смотреть, все ли с ними в порядке. Подобный образ жизни ведут все жители села Кызылбейит и особо не жалуются. Но говорят, было бы хорошо, если бы электричество им провели. Да рассказать об этом некому. Ни один депутат или иной представитель власти сюда не заезжал. Шавкат Тургаев, Айбек Кулчуманов. Настоящее время. США решили помочь Казахстану вернуть незаконно вывезенные из страны миллиарды долларов. По данным организации Global Financial Integrity, только за последние годы из республики было выведено порядка более 167 миллиардов долларов США. Многие представители политической элиты буквально сбежали на Запад, прихватив с собой немалые средства. Генеральная прокуратура Казахстана и Госдепартамент США теперь будут сотрудничать в деле возвращения этих активов. Пока сроки давности привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые вывели из страны эти средства и которые продолжают обвиняться в этих преступлениях, не истекли, мы можем рассчитывать, что эти средства будут возвращаться. Мы работаем сейчас со всеми странами мира очень активно. Примерно считаем, что где-то за 15-10 лет мы считаем, еще раз говорю, это примерные цифры, около 100 миллиардов тенге. Это около 30% мы располагаем таким процентом. Мы считаем, что это очень малый возврат и хотели бы видеть больше. Возврат активов – это важнейшая часть борьбы с отмыванием денег. Это один из важных вопросов, которые я буду обсуждать с генеральным прокурором. Казахстан предпринял важнейшие шаги по взаимодействию с международным сообществом по возвращению активов. Вы взаимодействуете с программой STAR. Это программа Всемирного банка, а также Управление по борьбе с наркотиками и преступностью ООН. Мы будем прилагать дальнейшие усилия, чтобы усилить эту борьбу. Мы достигнем успеха только тогда, когда люди будут видеть, что активы возвращаются. Далее в программе. Джунгли в огне. Власти Франции решили стереть с лица земли самый большой в Европе нелегальный лагерь мигрантов на берегу Ла-Манша. Сопротивление беженцев подавлено. Я бездомный, но не безнадежный. Я знаю, о чем мечтаю, и я хочу уехать в Канаду. Чемпионат мира по футболу на фоне ядерных взрывов. Российская МЧС срочно требует построить бомбоубежище на 84 тысячи человек под самым большим футбольным стадионом страны. Чтобы картошку там хранить и банки. Пожар в джунглях. Во время очередной попытки французских властей ликвидировать незаконный лагерь мигрантов на берегу Ла-Манша вспыхнули беспорядки, которые сопровождались поджогами и драками с полицией. Обитатели лагеря подожгли свои палатки и пластиковые туалеты в знак протеста против планов полиции окончательно ликвидировать лагерь джунгли. Однако, в отличие от предыдущих столкновений, на этот раз из 6,5 тысяч обитателей незаконного лагеря большинство все-таки согласились с переселением. Подробности в репортаже Екатерины Бучневой. Пока одни обитатели джунглей Кале поджигали туалетные кабинки и бросали камни в полицейских, другие выстраивались в очередь на эвакуацию. До конца недели всех жителей палаточного лагеря должны расселить по 450 приемным центрам по всей Франции. Процесс переезда начинается в огромном ангаре. Сюда с сумками и чемоданами мигранты начали приходить еще затемно. Мы могли бы вывести до 3000 человек. У нас есть 60 автобусов, но часть из них уедут полупустыми, потому что некоторые приемные центры готовы принять лишь 30 мигрантов. Так что сегодня мы заберем около 2500 человек. Всех жителей джунглей разделят на 4 группы. Семьи, одиночки, дети без сопровождения и слабозащищенные взрослые. К ним относят женщин и пожилых. Затем их доставят в приемные центры. Там они пройдут медицинское обследование. И если еще не сделали этого, оформят заявки на получение статуса беженцев. Решать, куда именно они отправятся, мигранты не могут. Но им позволят выбрать один из 2 предложенных регионов. Я уже подал на убежище во Франции, я готов уехать из этих джунглей. Жить в них для нас нехорошо. Лучше отправиться в центр приема.
Французские власти говорят о гуманитарном кризисе. За год в джунглях Кале умерли 18 человек. Но, несмотря на это, многие не хотят уезжать. Эвакуация их пугает. Те, кому уже однажды отказали в убежище, боятся депортации. Другие волнуются о том, что их отправят в страны, где они впервые въехали в Евросоюз. Или же, наоборот, сами не хотят оставаться во Франции. Нет, я не уеду отсюда. Я не хочу уезжать. Я хочу в Британию. Я бездомный, но не безнадежный. Я знаю, о чем мечтаю, и я хочу уехать в Канаду. Активисты правозащитных организаций говорят, предыдущие попытки разогнать джунгли Кале приводили к тому, что некоторые мигранты начинали просто прятаться от властей. Так, по словам правозащитников, было в марте, когда часть лагеря бульдозерами сравняли с землей. Сбегут около половины, может, чуть меньше. Они либо сбегут из автобусов, либо просто уйдут, как уже многие и сделали. За последние недели отсюда уехали более 2000. В эти выходные многие тоже уезжали. Кто в Париж, кто еще куда-нибудь. Большинство обитателей джунглей мечтают о Великобритании. До нее всего 34 километра, но там их тоже не ждут. На прошлой неделе британские власти начали впускать лишь детей без сопровождения, имеющих родственников внутри страны. На этих выходных Лондон впервые принял 70 детей-мигрантов без каких-либо связей в Великобритании. В Кале новость об этом восприняли с надеждой. Здесь остаются почти 1500 несовершеннолетних без семьи. Сейчас французские чиновники пытаются выслать в Великобританию как можно больше детей. Петербург, похоже, готовится не только к футбольным баталиям грядущего чемпионата мира по футболу 2018 года, а и к баталиям в принципе. МЧС потребовала от городских властей построить под еще незаконченным стадионом на Крестовском острове бомбоубежище на 84 тысячи человек. Репортаж нашего петербургского корреспондента Юрия Баранюка. Хочешь чемпионат мира – готовься к войне. Видимо, так решили в Министерстве чрезвычайных ситуаций и направили в Петербург требование оборудовать все еще недостроенный стадион на Крестовском острове бомбоубежищем. Где разместить защитное сооружение в профильном комитете города, пока не знают. Согласно плану МЧС, по своей вместительности бункер должен быть еще больше самого стадиона. Ответ комитета по строительству Санкт-Петербурга. В настоящее время рассматривается вопрос необходимости включения в проект дополнительного защитного сооружения для персонала и посетителей на 84 тысячи человек. Это не только финансовый вопрос. Непонятно, где вообще можно разместить такое колоссальное сооружение. При строительстве бомбоубежищ на одного человека в среднем закладывают 1,5 квадратных метра. В таком случае, чтобы выполнить требования Министерства чрезвычайных ситуаций, надо построить укрытие площадью 126 тысяч квадратных метров. А это, чтобы было понятнее, 17,5 футбольных полей. Неясно и кто заплатит за это. Стройка на Крестовском острове уже обошлась почти в 40 миллиардов рублей. Это больше, чем, к примеру, годовой бюджет всей соседней Новгородской области. Подчеркну, без учета строительства бомбоубежища. Дорого стоит вентиляция, системы жизнеобеспечения, надо хранить запасы питьевой воды, продукты, вырабатывать электричество. Но самое странное, рядом с будущим стадионом скоро достроят станцию метро, то есть бомбоубежище. Второе военное предназначение у таких зданий еще советская градостроительная традиция. Учитывая холодную войну, строили защитные сооружения под зданиями, под детскими садами, под школами, чтобы люди могли, не дай бог, при ядерной войне укрыться. Сегодня много бомбоубежищ брошены, часть из них еще в 90-е годы продали в частные руки. В некоторых открыли ночные клубы. Но много защитных помещений восстанавливают. Военные настроения в Петербурге в тренде. Большинство горожан не считают это проблемой. Чтобы на ситуацию посмотрели под другим углом, депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров на этой неделе попробовал довести ее до абсурда. Предложил всех кандидатов на госслужбу еще и тестировать на патриотизм. Вот поднятие этой проблемы – это в том числе и попытка показать на излишнюю забюрократичность системы приема на государственную службу или на любую другую с точки зрения анкет. Потому что, если внимательно посмотреть, абсолютно бессмысленное действие. Для меня оно тоже крайне неприятно, потому что половина региональных дум и законодательных собраний, вся Государственная Дума на сегодняшний день вместе с помощниками и депутатами сидит, пишет эти сумасшедшие анкеты и вспоминает, кто, зачем и почему был, в какой стране. В прокремлевских СМИ инициативу интерпретировали несколько иначе, и, кажется, пункт отношения к проводимому президентом и правительством курсу поняли буквально. Но даже в таком случае строительство бомбоубежищ не выход, считает парламентарий Михаил Амосов. Соединенные Штаты Америки и Россия могут по несколько раз уничтожить не то что друг друга, но вообще, так сказать, все человечество.
Да? Ну какие тут бомбоубежища? 20 тысяч или 120 тысяч, какая разница? Понимаете? По-моему, это какой-то абсурдный проект. Вот я, честно говоря, думаю, что он не будет осуществлен. Есть надежда, что кто-то решил просто заработать на сооружении гигантского бомбоубежища к Мундиалю. По крайней мере, успокаивает, что у самих строителей таких укрытий дома нет. Нет, я думаю, что нету смысла. Почему? Ну, надеюсь, что войны не будет никогда. А так для чего, не знаю. Больше не для чего использовать его, чтобы картошку там хранить и банки. Юрий Баранюк, Александр Глебов. Настоящее время. Санкт-Петербург. «Запорошенные пеплом» – так называется фильм, взявший главный приз 3-го международного кинофестиваля «Артдокфест» в Риге. Его режиссер – латвиец Давис Симонис. Он рассказал о судьбах и событиях Первой мировой. Награду вручали со словами «За более чем 100 лет человек так и не смог понять, чего стоит его жизнь». Из Риги Анна Трудолюбова. Главный критерий отбора – оригинальность режиссерского решения и творческий эксперимент. Члены международного жюри, а среди них куратор кинофестиваля в Сан-Себастьяне Роберто Куэто и российский кинокритик Петр Шепотинник, оказались перед непростым выбором. В конкурсе участвовали картины и однократные призеры других международных кинофестивалей. В этом году главная награда досталась полнометражному фильму латвийского режиссера Дависа Симониса «Запорошенные пеплом». За этим режиссером очень большое будущее. Потому что он мыслит нестандартно, он пытается свой сюжет как бы растворить в атмосфере, очень активно задействует все практически возможные в современное время возможности киноязыка, звука. Роберто Куэто сказал, что этот фильм не только о Первой мировой войне. Тема более всесторонняя и вневременная, а визуальное решение просто потрясающее. Оглашая творческий приговор, этот фильм описали так. Вечная и универсальная аллегория неописуемых ужасов войны, выраженных амбициозным и бескомпромиссным киноязыком. Сам автор не скрывает эмоций. Конечно, это неожиданность, очень позитивная. Неотъемлемой частью Рижского кинофестиваля становится внеконкурсная программа документального кино «Артдокфест» Виталия Манского. В этом году приз зрительских симпатий получила картина израильского режиссера Влади Антоневича «Кредит на убийство». Этот фильм многих потряс. Просто я знаю людей, которые после просмотра этой картины мне несколько дней рассказывали о том потрясении, которое они испытывали от мощи, от силы, от убедительности и, в общем говоря, от художественной состоятельности этого фильма. 3 года – достаточный срок для создания традиций и выработки почерка. Лекции, круглые столы, дискуссии привлекли к фестивалю повышенное внимание публики. Что немаловажно, поговорить о высоком можно было совершенно бесплатно. Рижский кинофестиваль становится своего рода мостиком между Востоком и Западом, местом встречи и пересечения европейской и российской культуры. Фестиваль в Риге – самый молодой из аналогичных кинособытий, проходящих в Европе. Ему еще предстоит найти и занять свою нишу. Но он, несомненно, уже успел стать одним из ведущих культурных событий Балтийского региона. Анна Трудолюбова. «Настоящее время», Рига. На сегодня это все. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте currenttime.tv. Это «Настоящее время Азия». До свидания.